Этот вид спорта – редкий случай того, когда крики болельщиков не только не нужны, но категорически запрещены. Здесь играют с закрытыми глазами, а держать верх над соперником помогает острый слух. Игру под названием «Шоудаун» придумали слепые. Это своеобразное сочетание настольного тенниса и аэрохоккея. Игроки надевают специальные маски, чтобы уравнять шансы тотально слепых и слабовидящих. Играют специальным мячом, который издает шум. Это помогает отражать атаки противника. Я видел, как тотально слепые любят жизнь, любят победить эту тьму, они хотят оставаться в стороне. И вот для футбола, для женщин, конечно, это трудно было. И мы такой вид спорта развить, он планируется паралимпийским быть. И вот женщины очень, я даже честно скажу, они больше любят тренироваться, чем мужчины. У нас очень девушки так не заняты спортом, но эти тотальные слепые могут показать, может, зрячим, на что способны. В канун Международного дня слепых в Грозном прошел открытый турнир по настольному теннису. Чтобы получать удовольствие от игры, не нужны долгие тренировки. Заира Хашумова до турнира брала ракетку в руки всего несколько раз. Здесь она одержала свою первую победу. Я раньше все время думала, вот почему вот нет такого, как бы у зрячих, как бы им можно чем угодно там, каким-либо угодным спортом заниматься, а вот незрячим вот никак и все. Потом я подумала, я незрячая, и то как бы подумала, что у меня есть возможности, как и у других. Девушка потеряла зрение, когда ей было 14. Заира болела гриппом, который дал серьезные осложнения на глаза. Врачи поставили диагноз – полное отслоение сетчатки. От депрессии ее спасло занятие шоудауном. После школы Заира получила медицинское образование. Сейчас девушка трудится в детском реабилитационном центре. Работа с малышами – еще один способ продолжать радоваться жизни, несмотря на тотальную слепость. Земфира Лулаева, Юнади Шалаев, Муслим Типаев. Новости.